На встрече с главой Ингушетии секретарь Совбеза Ахмед Зейтов доложил о происшествиях в регионе в период праздничных дней. В числе прочих он перечислил несчастный случай, который произошел в Назране. В результате погиб ребенок. Кроме того, в ходе патрулирования органами правопорядка был задержан молодой человек, который, раскатывая на «Лексусе», производил стрельбу в воздух из пистолета «Вальтер». В общем, обстановка на территории оставалась стабильной. Все сотрудники правоохранительных органов, в основном нагрузка легла на плечи сотрудников дорожно-патрульной службы. Основные развязки, перекрестки, посты службы несли добросовестно, очень корректно. Явно в каких-то конфликтных ситуациях с сотрудниками полиции на территории не зафиксировано. Муниципальные органы также осуществляли контроль за территорией. В период праздников не было реализации алкогольной продукции в городах и районах. В свою очередь, начальник ГИБДД Ингушетии Валерий Ладыгин проинформировал главу, что за указанный период произошло 8 ДТП, в которых пострадало 11 человек. Он отметил, что статистика дорожных происшествий показывает, самыми распространенными причинами ДТП становятся нарушение скоростного режима и выезд на встречную полосу. Основными видами дорожно-транспортных происшествий явились это столкновения, 6 фактов ДТП, 2 наезда. В трех ДТП наезды были связаны с наездом на детей. Из них один наезд в Жиракском районе, один наезд в Малгобекском районе. Один наезд, как было уже здесь сказано, совершенный в городе Назране на несовершеннолетнего. После проведения проверки по факту ДТП не подтвердился и признан как несчастный случай. В сравнении с прошлым годом количество пострадавших, конечно, уменьшилось. Как у нас, в принципе, погибших не было. С целью обеспечения бесперебойного движения транспортных средств и предотвращения заторов на основных перекрестках автодорог республики нарядом ДПС организовывалось ручное регулирование дорожного движения, особенно в городе Назрань. В преддверии праздника неоднократно через средства массовой информации были организованы обращения к населению республики с призывом о соблюдении правил дорожного движения, о недопустимости грубых нарушений правил дорожного движения, способствующих совершению ДТП. И передачи транспортных средств лицам, не имеющим права управления, а также управления транспортным средством в состоянии опьянения. Также ежедневно организовывалось выступление через средства массовой информации с целью доведения до населения республики состояния дорожной обстановки республики и проводимых мероприятиях госавтоинспекции. Ежедневно для обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения на дорогах республики было задействовано до 85 сотрудников госавтоинспекции и 24 единицы патрульных автомобилей ДПС. В этой связи глава Ингушетии поставил задачу выявить всех нарушителей, которые подвергают опасности граждан, выезжая на полосу встречного движения. Происходит это чаще всего на федеральной трассе «Кавказ» и на внутреннем шоссе в направлении Малгобека. У нас основные причины их высветить, а основная причина там ДТП у нас, большая часть. Это скоростной режим и встречка. Выстроить эту ситуацию. Особенно на федеральной дороге. А мы едем, видим, там без причины обогнал и умчался куда-то по встречке. Представить себе, что ты не в потоке едешь, он тебя обогнал, а ты навстречу ему едешь. Твои дети, там, твоя жена, там, твой отец, твоя мать, там, кто-то под него попадется. Об этом мы не думаем. Мы думаем, что это тебя не коснется. Выявлять, работать, там, профилактику проводить. Посмотрите по этому поводу. Здесь надо создать, там, в том числе из ветеранов полиции, в том числе из молодежного парламента, правительства молодежного, в том числе молодежный комитет подключить. Людей вывести, просто на дорогах выезжать, и всех, кто встречку, их надо просто жестко брать на контроль. Усилить работу, продолжить работу по тонировке, растонированию, начиная, там, как я уже говорил, там, чиновников, не чиновников, бюджетников, там, всех остальных. Кроме того, Юнусбек Евкуров дал поручение подготовить списки особо отличившихся в эти дни сотрудников ГИБДД и поощрить их. Людям, во-первых, рассказать, как сложилась ситуация, во-вторых, сказать спасибо и автолюбителям за понимание, за мобилизацию, дисциплину. Конечно, здесь в комплексе, если брать, это такая хорошая работа и профилактическая. В мечетях там имамы там каждую пятницу призывали к этим вещам, чтобы они на дорогах вели себя хорошо. Там главы поработали в муниципальном образовании. Но основную нагрузку, конечно, вы понесли и целым органам правопорядка, и целым ГИБДД. Поощрение тех, кто сотрудников правопорядка там поработал там, на день ГАИ, чтобы мы там красиво там провели мероприятие. Я, чтобы присутствовал, министр присутствовал, там коллектив поздравить, там поощрение, в том, что по итогам этих праздников тоже посмотрите. Не забудьте там ветеранов в том числе наградить.
По случаю ограбления магазина в сельском поселении Приева глава региона дал указание создать рабочую группу. Создать там специальную группу по этому поводу. Это один почерк, уже третье разбойное нападение, одна и та же группа. Еще не факт, что жертвы нападения все сказали. Сколько там у них забрали, там деньги, не деньги или еще что-то. И каждую неделю вы или я, мы должны эту группу заслушивать. Старшую группу по этому разбойному нападению. Подключите здесь в том числе и Федеральную службу безопасности. О ходе следствия по делу о разбойном нападении ответственные лица будут докладывать главе еженедельно. Ферида Миржоева, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Рамзан Ахильгов. Новости 24.